Бассейн в Микуне для местных жителей – это давняя притча во языцах. Подобный объект в городе железнодорожников начинали строить лет 20 назад. Но тогда здание заморозили, а впоследствии переформатировали в торговый центр. Что уж скрывать, весть о новой стройке 3 года назад многие микунчане тоже восприняли с долей сомнения. Осенью 15-го контрольно-счетная палата Коми и вовсе поставила вопрос о необходимости прекращения работ в связи с высокой степенью износа системы водоснабжения самого города. Мол, для начала надо бы решить эту проблему. Но проектировщики заверили, оборудование будет самым современным, воды хватит всем. Предусматривается вообще в технологии постоянная внутренняя очистка. То есть здесь не надо будет там день через день сливать и заливать новую воду. Но в этой части понятно, что воды слишком много не нужно будет. А по объему воды вообще та, которая сегодня система работает, в принципе абсолютно достаточно. Возникла и неувязка с финансами. Смета проекта в процессе строительства скорректировалась. На момент, когда первую очередь спорткомплекса практически должны были сдать, а это сам бассейн и сопутствующие помещения, оказалось, что не хватает более 40 миллионов. Пришлось властям района брать коммерческий кредит. А потом возникли проблемы с генподрядчиком. Компания оказалась причастной к так называемому делу Гайзера. С опозданием почти на 1,5 года, но бассейн достроили. Финансово помогли уже новые региональные власти. Примерно уже оценивали сюда, сказать, какой будет абонентский износ? Нет, пока не оценивали. У нас есть, ну скажем так, достойный пример, что ли, Книжпогост Ема. Потому что примерно баланс населения примерно одинаковый. Хотя мы знаем, что там на сегодняшний день есть серьезные проблемы, естественно, с окупаемостью, с рентабельностью и со всеми остальными экономическими вещами. Примерно знаете, какие там затраты на содержание? Да. Минус 11 миллионов. Это вы предполагаете, да, что у вас могут возникнуть подобные проблемы? Понимаете, чем будете компенсировать? Понятно. То есть, как всегда, придете в республику. Нет, и будете обосновывать. Да? «Северная волна» – так назвали спорткомплекс. Долгожданное открытие намечено на 10 августа. Состоится не только торжественная церемония, но и показательные выступления сыктывкарских пловцов и пробное свободное плавание местных жителей. Правда, в рабочий режим бассейн войдет лишь 1 сентября. До этого будет проходить тестирование, необходимое для любого такого объекта. Приступить к обучению детей готовы 2 тренера, оба местные. Мы находимся сейчас в душевом помещении детской чаши. А здесь у нас предусмотрена система терморегуляции для того, чтобы дети не получили термических ожогов. То есть, какую бы из рукояток не открыл ребенок, всегда потечет теплая вода, которая его не будет обжигать. Вот на данный момент можем продемонстрировать. И вода еще теплая. 2 ванны, 1 с трибунами, тренажерный и зал сухого плавания. Есть и лифт для маломобильного населения. Планируется, что новый объект будут посещать жители всего района. Содержание обойдется муниципалитету примерно в 18 миллионов в год. Это и зарплаты 40 сотрудникам, затраты на многоступенчатую очистку и коммунальные платежи. За постоянный подогрев воды выйдет немало. Ну и это еще не финал. Будет 2-й этап – пристройка к основному зданию – универсальный игровой зал. Документация готова, госэкспертиза пройдена, осталось внести в республиканскую инвестпрограмму. Необходимо 60 миллионов рублей. Ольга Коняева, телеканал Юрган.